Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем, как можно будет сделать очень интересную картину известного художника Андрея Чикачева, но уже в современной такой стилистике. Очень интересный проект, для этого, конечно, потребуется немного времени, усилий, ну а самое главное, конечно же, это идея. И эта идея сегодня принадлежит моей гости, это Анна Местникова. Аня, здравствуйте! Здравствуйте. Аня человек талантливый, и сегодня решила поделиться вот такой очень интересной своей идеей с нами, да? Что мы сегодня будем делать, Аня? Композицию картины Андрея Чикачева. Вы как рассказываете, какую глину используете? Я использую полимерную глину, которая затвердевает на воздухе, получается. Ее очень удобно использовать, когда что-то делает. То есть, по сути, здесь все на глаз, да? То есть ты вот смотришь на картину, да, видишь изображение и пытаешься повторить, да, Да. все детали. Но здесь вот даже ручки и ножки у вас в правильном направлении, да, здесь не хватает руки. Ну, то есть вот сидите так и лепите, да? Да. У нас всего 4 героя должно быть, да? 4 героя. 2 почти готово. Ну, сначала он сегодня. То есть у нас есть коробочка. В этой коробке будет сама картина. Вся, Да. да? Это вы нарисовали заранее? Да, заранее нарисовала, чтобы он был, получается. Аня, ну вы очень талантливый человек, да? Давайте расскажем немножко нашим телезрителям о том, откуда у вас появился такой вот дар творить, созидать, может быть, от родителей, от ваших предков. Мой дедушка известный скульптор. Я принесла его книгу. Она была написана в 16 году, получается. Там все его работы и рассказы о его жизни, получается. То есть вы не могли не стать талантливым человеком, если у вас такой знаменитый дедушка, да? Да, я поступила в художественное училище и училась там до 3-го курса. А рисовать умели с детства или Да, с детства там рассказывали, что рисую как-то необычно. необычно рисовала, Да. да? Часть так. И сегодня вы с чем работаете? Я вижу, ну, с глиной, да? Картины рисуете, да? Чем еще занимаетесь? Я в училище, получается, с 17 лет. И там мои первые работы из рога оленя, получается. А вот мы видим, да, вы принесли с Да. собой. Это вы сделали, когда вам было 17 лет? Да, первые работы мои. Самая моя первая работа – это мамонт, потом ласка и уже рыбы. Но вот это же совершенно уже другой материал. Это не глина, не керамика, да? Это совершенно... Это кость. Это кость. Но вот если взять в целом, с каким материалом тебе работать проще всего? Ну, мне все нравится. Талантливый человек должен быть талантлив во всем, да? Да, я еще занимаюсь керамикой, и вот, получается, это моя первая работа, ну, одна из первых работ, ваза. Еще есть несколько дома лежат, конечно. А есть ли какая-то мечта, может, хотите чему-то научиться? Вот именно в творчестве. Так, ну, хотелось бы Может, еще получше узнать ювелирное дело, получается. Вот моя первая работа, это по ювелирному делу, это обручальное кольцо. вот это вот колечко мы Да, видим из меди. из меди. Да. Очень тонкая работа, да, тоже? Да, еще я занималась деревообработкой. Еще и деревообработкой. Да. А вот здесь мы видим такой экспонат. Это что? Это, ну, попросила тетя для танца. Она сделана из бумаги. А, это папье-маше. Да, папье-маше, получается. Ну, посмотрите, раскрасить так точно, как кажется, как будто это вот засушили рыбу, да? Тут даже вот все в деталях очень. Да, Папье-маше. я очень люблю детально все делать. Да, мы заметили, вы очень кропотливо все выполняете, да? Ну хорошо, то есть вот у нас основа вырезана, да? И мы должны теперь ее опустить Ну, да, сюда. в коробку, да? Сейчас. А откуда вы вот решили сделать почему-то эту картину вот в таком виде? Откуда пришла идея? В интернете увидела картину. Там одна
Девушка сделала композицию очень красивую. Мне она очень понравилась. Я решила, что повторять не очень, наверное, да. Не очень хорошо, можно Да, использовать свою идею. Да, и поэтому решила известную картину воплотить вот такой вот. И получается такого. Все так очень аккуратно она делает. Получается типа такого, что внутри был фон такой. Вот. Такой фон у нас. Все приклеено. Лишнее мы должны отрезать, да? Да. Ну, думаю, что так сделать. А вы помните свое детство? Вот все-таки быть внучкой такого человека, наверное, все-таки в памяти остается, как вы приезжали в гости к дедушке, да? Вот что какие-то работы он выполнял, вы задавали вопросы, любопытство проявляли. Да, я приезжала на дачу в детстве. Там всегда его работы стояли на улице. Например, стоял... Не помню, как называлось. Что-то «Падающий ангел», кажется. В книге есть она. Всякие эскизы, очень много. Незаконченные работы. А как любым другим детям не хотелось вот все это там попортить, поломать, сломать? Нет? Нет. Хорошим ребенком была воспитанным, да? Не пыталась испортить работы. Нет. А любопытство же берет вверх, все равно не было такого? Нет. Ну, очень красивые стояли. Ничего, зачем портить? Типа такого. А вы не хотели пойти по дедушкиным стопам? Да. Так, ну, там в основном, кажется, мужская работа. Тяжелые. Да, тяжелая получается. И там образование еще нужно. То есть просто так не станешь, да? Нет. Скульптором. Да, поэтому тут, может, когда-нибудь. Потом, да? Да. станете? Так, а из этого материала мы что должны будем сделать? Заклеить наружный круг. А это у нас? Это трава получается, чтобы тут стояла. Ага. А это из чего мы сделали? Это искусственный мех, покрашенный в зеленый. Покрашенный зеленый. Ну давайте я пока сделаю травку, да? Пока вы делаете ручки, ножки. Примерно так, да? Да. А вот сегодня очень модно же, да, разные направления декоративно-прикладного искусства осваивать, да, и для многих это такой некий дополнительный доход. Вот правда ли, что можно на этом заработать? Или... Да, я рисую на заказ, получается. Это востребовано, да? Люди заказывают? Да, в основном портреты заказывают. Портреты? Да, портреты. А это сложно рисовать портреты? Ну, ходит где-то 4-7 дней примерно на одну работу. О, сложно. Да, у меня получается иногда быстро рисовать, иногда месяцами рисую. Да. То есть нужно поймать вдохновение, да? Да. Настроение должно быть, чтобы творить. Там в основном маслом заказывают. Маслом, На холсте. То есть при создании вот этой работы нам очень важно сохранить фактуру, да? То есть смотрите, там у нас фон получился такой нарисованный, да, как обои. А вот трава, она уже совершенно по-другому выглядит, да? И за счет этого появляется такой некий 3D-эффект, как будто бы, да? Да. Как картина и как композиция. Ну что,
что еще можно сказать? Так, сейчас делаем забор из полимерной глины. Я его заранее сделала. То есть Чтоб эти сразу- палочки все, да? Да, чтобы Ну да, там на картине явно четко видно, да, что должен быть забор. Тоже это все полимерная глина. Заранее подсохла. А сколько примерно сохнет глина? она очень быстро сохнет. Там, ну, минут 10-15 А, получается. да вы что, и все, и сразу затвердевает, да? Да. А вот там у нас еще есть такая картина, маленькая картинка круглая. Это что за техника у вас там? Это тоже ваша работа? Это, получается, я делала поделки детский садик. Зато необычно, да, что-то? Да, в интернете посмотрела и захотела сделать, получается. Вот так вот творческий человек вот просто может увидеть какую-то картинку, вдохновиться в интернете и все это воплотить потом в жизнь. Да, там очень много всего интересного есть. И прям хочется взять и сделать для себя. Повторить, да? Да. У вас, наверное, дома все в таких вот работах, да? Захотелось, Да, вот придумали, сделали. сейчас скоро 31 числа будет Хэллоуин, и к этому дню мы очень готовимся, получается, каждый год празднуем, ну, празднуем, да, отмечаем. Прям делаете подделки на костюмы сами, да, все вот это. Да, вот костюм мужу призрачного гонщика делаю, и брату еще из игры какой-то. То есть вы маску. еще и шьете? Или Ну, из бумаги, или из чего делаете? Ну, вообще из всего. Например, это материал фоамиран. Он очень гибкий и мне очень нравится. Его можно резать, может чуть-чуть, ну, пластичный получается. И можно его всем прикрыть. А так, да, шью еще. Я еще косплей делала в прошлом году из материала. Там все сама получается. Ну, чуть-чуть можно. А какие у вас планы на будущее? Вот у человека творческого, мне кажется, он может проснуться уже с какой-то гениальной идеей и прям загореться идеей. У вас есть какие-то ближайшие планы? Ну, конечно, планы пока не такие большие. Но хотелось бы свою мастерскую. Там, Мастерскую именно по определенному направлению или нет? ну, отдельная комната для своих работ, получается. И там сидеть и смотреть фильмы, что-то делать. Творить, да? Да. Ну, дело близится к своему логическому завершению. Остается совсем немножко деталей, и совсем скоро мы увидим, как будет выглядеть эта экспозиция в готовом виде. Действительно, идей для этого можно же набрать множество, да, взять известные картины художников, да, и вот сделать такой бокс, да. И хороший Да. будет, кстати говоря, подарком, сделано своими руками. Да, очень красиво, наверное, получится. Необычно, по крайней мере, да? Да, и я люблю необычные вещи. А есть ли у вас, допустим, вот из всех ваших работ самая любимая, ну или самая дорогая?
вот, которую вы никогда ни за что нигде не оставите, не подарите, не потеряете, вот будете беречь всегда. Есть такая работа? Ну, все по-своему хорошие, конечно. А так, чтобы такой любимый, меняется, короче. Там, может быть, одна понравится, а может быть, другая понравится, которая... Со временем. Да. В очередной раз убеждаюсь, что вот вообще творческий процесс, будь то, я не знаю, рисование, рукоделие, он всегда увлекает. Вот кто бы мог подумать, что я вот буду полчаса сидеть и так увлеченно приклеивать, отрезать, заклеивать. Это очень удивительная вещь. И как-то и время летит просто незаметно. И, в принципе, это даже до речи пропадает. Вот хочется сидеть вот и по деталям, по крупицам доделывать свою задачу. И время летит незаметно. Обратите внимание, вот уже большая часть готова. То есть вот такая красивая у нас оболочка. И внутри уже полноценная картина. Сейчас еще чуть-чуть и Анна нам раскрасит наших героев. И останется только установить забор, расставить мальчишек и девчонок. И наша композиция будет завершена. Чтобы она... Петлю. Ну, где-то примерно так. Петлю. Она должна проткнуть коробку, да? Нет, просто стоит, наверное. Немножко добавим своего, да? На картине же этих цветов не было, Там цветы есть, конечно. да? Да, Но таких не было. да, не было. А мы творим, значит, можно добавить и свое что-то, правильно? Да, конечно. Не точь-в-точь повторить. Итак, Анна завершает последние детали наших героев с картины Андрея Чикачева, да, и осталось их разместить на заборе, да. В принципе, тут все понятно, да. Просто нужно вспомнить, где кто находился, да. Да. Ну, давайте, Там. здесь нужно, наверное, к вам лучше обратиться. Она стоит. Ну, допустим, да? Так делаю? Или надо показывать? Нет, лучше показывать туда. Да. Ну, что-то неудобно как-то. Получится? Да, она стоит. Чуть-чуть подожди меня, что показать. Итак, вот такая интересная композиция у нас получилась. Я думаю, многие увидели в ней схожесть, да, с известной картиной якутского художника. Но вы знаете, творчество, оно для этого и существует. Мы здесь добавили немножко от себя, да, цветы появились не в тех местах, где они были на оригинальной картине. Но самое главное попробовать, да. В принципе, Да. это отличная идея для совместного времяпрепровождения, ну, допустим, с друзьями, с детьми. Вот взять и известную картину с полотна из одного пространства перенести вот в такое 3D пространство. Интересная идея, сохраните, подумайте, попробуйте, а почему бы и нет. Анна, спасибо вам большое. Мы желаем вам творческого вдохновения в первую очередь. Ну и, конечно, побольше вот таких интересных идей, потому что, я думаю, творческий человек, он живет только этим. Спасибо большое.